Почему джинн вселяется в человека? Что может стать причиной этого? Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, да будет доволен им Аллах, назвал 3 причины. Первое. Джинны — это такие же создания, как и мы. У них также есть свобода выбора. И они тоже могут совершать грехи. Как и люди, они могут вершить несправедливость. Произвольно, просто так. Как мы иногда беспричинно обижаем друг друга. И первая причина, по которой джинн может накинуться на человека, вы ему просто не понравитесь. Он смотрит вам в лицо и думает: что-то не нравится мне этот парень. А вы его при этом, конечно же, не видите. Вторая причина — это влюбленность. Джинн на самом деле может похотливо вожделеть вас. Когда вы у себя в спальне, на вас почти ничего нет, и вы ходите там чуть ли не голые, догадайтесь, кто за вами наблюдает. Джинн смотрит на вас. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам, что делать, когда мы снимаем наши одежды. Если вы говорите «бисмилля», между вами и джинном появляется завеса. Кто из вас встает утром с постели и идет на кухню за кофе? Я перестал это делать после того, как узнал. Представьте, джинн смотрит на вас, и он собирается вселиться в это тело, потому что он влюбился в вас. И чаще всего, сестры, без обид, это происходит с женщинами. Много сестер одержимы джиннами именно по этой причине. Джиннам действительно нравятся наши женщины. Поэтому женщине нужно быть внимательной к тому, как она одевается у себя в спальне. И не только. Третья ситуация. Это когда вы нечаянно наносите джинну вред. Например, проливаете на землю горячую воду, и так случается, что в том месте находился джинн. Вы причинили ему вред, и он мстит. И он хочет добраться до вас. И спасти вас от этого также могут слова «бисмилля». Что бы вы ни делали, говорите «бисмилля», и вы спасетесь от этого. Могут ли джинны вселяться таким образом в человеческое тело в любое время? Когда им вздумается? Ответ – нет. Я имею в виду одержимость. Лишь в 4 случаях джинн может вселиться в человеческое тело. Завладеть им. Первое – это сильный гнев, когда вы очень злы. Джинн действительно может попасть внутрь, когда вы в таком состоянии. Что говорит нам пророк, мир ему и милость Всевышнего, когда мы раздражены или злимся? Если вы сидите, встаньте. Если стоите, тогда сядьте. Зачем? Вы нарушите положение джинна внутри вас, чтобы не дать ему расположиться комфортно. Поскольку чем дольше вы находитесь в одном положении, и вы раздражены, тем больше он завладевает вашим телом. Однажды Сулейман ибн Султ, сидевший рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и с подвижниками, сильно разозлился. Вы знаете, каким становится лицо, когда вы злитесь. Изо рта исходят звуки. И пророк сказал: «Я знаю такие слова». Второй случай – это сильный, крайне сильный страх. Состояние чрезмерного страха. Вы уязвимы в таком состоянии. То есть сильная злоба и сильный страх, когда вы очень напуганы, вы боитесь. Джинн на самом деле может вселиться в вас в таком состоянии. Третий случай – это чрезмерная рассеянность, когда вы не уделяете внимания, не произносите нужных слов, когда заходите в ванную, например, или когда едите, не произносите бисмилля. Когда вы заходите в дом, не говорите бисмилля и так далее. И, наконец, 4-й случай – это момент, когда вы охвачены страстным желанием. Это может быть, когда вы, к примеру, смотрите порнографию. Вы сосредоточены на этом. Вы прямо-таки захвачены этой сценой.
Вот именно в такой момент джин и может в вас вселиться. В таком состоянии вы очень уязвимы. Когда вы поглощены таким постыдным занятием, джин может проникнуть в ваше тело в этот момент. Даже когда законные супруги проводят время наедине друг с другом, они делают дуа, чтобы Аллах защитил их от чего? От шайтана, пока они в таком состоянии.